На улице Морозова в столице Коми были слышны звуки выстрелов. Здесь работало сразу несколько групп задержания вневедомственной охраны Коми. На одном из закрытых объектов они задержали преступников. К счастью, все не по-настоящему. Росгвардейцы показывали свои умения в конкурсе профмастерства. Александр Карепин о том, как это было. Промзона – охраняемый объект. На его территории посторонний, по-видимому, со злым умыслом. Обезвредить, задержать, допросить. Алгоритм действий отточен. Один чуть впереди, второй прикрывает. Доли секунды, и вот преступник в руках росгвардейцев. Сержант Никита Зиновьев из столицы Коми в конкурсе профмастерства участвует впервые. Отмечает, что самое сложное – физподготовка. Она требует ежедневных тренировок. Надо готовиться долго, упорно. Вот. А так, в принципе, по службе все знаю, и конкурс дается не так тяжело. А вот прапорщик Денис Никулин из Интинского подразделения, можно сказать, ветеран. Во вневедомственной охране с 2008 года и уже 4-й год показывает свои умения. В прошлом году стал победителем в личном первенстве. На вопрос о секретах подготовки отвечает скромно. Это наша ежедневная работа. А на соревнованиях главное с мыслями собраться. В целом эмоционально напряжение идет. Нельзя сказать, что что-то сложнее, что-то легче. Потому что этапы оцениваются в комплексе. Лучшую команду определяют по сумме баллов. В каждой связке по двое росгвардейцев. А потому работа между ними должна быть максимально отлажена. Как отмечает замначальника управления вневедомственной охраны Олег Ульныров, конкурс профмастерства в первую очередь стимул для профессионального роста и самосовершенствования сотрудников. Выезжая на такие общереспубликанские мероприятия, они, конечно же, на местах активно готовятся, активно совершенствуют свои профессиональные навыки, свою теоретическую подготовку, физическую подготовку, мы об этом знаем. Разумеется, им хочется показать, разумеется, каждому хочется победить. Победители регионального этапа в июне отправятся представлять республику на всероссийский конкурс профмастерства. В этот раз он пройдет в Воронеже. Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрган.